Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. 3 человека погибло в результате одного ДТП. Инспектор ДПС получил травму при задержании виновника ДТП. Маленький гаишник попал в настоящий отдел ГИБДД. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Башкортостане «Лада» столкнулась с грузовой «Газелью». ДТП произошло 10 августа на трассе Уфа-Оренбург-Куйргазинска в районе республики. По предварительным данным, «Лада» 14-й модели лоб в лоб столкнулась с грузовой «Газелью». От удара вся передняя часть отечественной легковушки смялась, а грузовик перевернулся. За рулем «Лады» находился 34-летний местный житель. Мужчина погиб на месте. Управлявшего «Газелью» 23-летнего уфимца госпитализировали с различными травмами. Еще одно смертельное ДТП произошло в минувший понедельник в Ермекейском районе. По информации Республиканской госавтоинспекции, авария случилась днем на трассе Бекетово-Знаменка-Исламбахты. Столкнулись встречные Volkswagen Amarok под управлением 22-летнего жителя Белорецкого района и Нива, за рулем которой находилась 40-летняя жительница Бурзянского района. В результате аварии водитель отечественной машины, ее 38-летний муж и 14-летняя дочь скончались на месте происшествия. По данным пресс-службы ГИБДД Республики Башкортостан, также в салоне находились еще двое дочерей, 16 и 4 лет. Девочек с тяжелыми травмами увезли в больницу. Известно, что младшую дочь уберегло детское удерживающее устройство. Вечером 11 августа в Белорецком районе на 222-м километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 18-летний местный житель за рулем «Шевроле Ланос» предположительно на перекрестке неравнозначных дорог не уступил «Шевроле Нива» и совершил с ней столкновение. В результате 3 пассажира «Ланос», молодые люди в возрасте 18 и 19 лет, госпитализированы. Со второго автомобиля с травмами доставлена в больницу 55-летняя пассажирка из Сибая. Страшная авария произошла вечером 11 августа в Уфе. На улице Жукова столкнулись 2 автомобиля «Рено Каптюр» и «Лада» 14-й модели. Пострадавшему водителю повезло, спасателей вызывать не пришлось. Они сами проезжали мимо спустя пару мгновений после столкновения. Сотрудники ведомства не стали терять ни минуты, вызвали на подмогу коллег и отправились спасать пострадавшего. Оперативным службам, прибывшим на место ДТП, пришлось временно перекрыть улицу. По словам спасателей, водитель легковушки чудом выжил, его быстро вытащили с автомобиля и тут же погрузили в скорую помощь. Уфимцы стали свидетелями задержания пьяного дебошира. Мужчина за рулем Део Некси уходил от погони ДПС и попал в аварию, едва не сбив гуляющих в парке детей. После ДТП он вышел из машины и попытался сбежать от полиции. Все происходящее сняли на видео. Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел ночью в парке имени Гафури. На подмогу задержанному водителю пришла его беременная жена, которая вмешалась в конфликт и, по словам свидетелей, вела себя неадекватно. Ее супруг в какой-то момент попытался сбежать от сотрудников полиции, однако был пойман. Со слов очевидцев, один из сотрудников ДПС в ходе потасовки получил перелом ребра. Дорожного полицейского увезли на скорой, а пьяного дебошира пытались усмирить несколько человек. Подробности инцидента выясняются. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Некоторые мотоциклисты пренебрегают элементарными правилами безопасности. Некоторые передвигаются без прав и на мотоциклах, которые должным образом не зарегистрированы. Возникает вопрос, так ли необходим полис ОСАГО владельцам двухколесного транспорта. На этот вопрос мы попросили ответить представителя компании ОСАГО-24. Мотоцикл, как и все другие транспортные средства, является участником дорожного движения. Поэтому все законы, касающиеся автострахования, распространяются и на владельцев мототранспорта. Тем более, что по статистике байкеры чаще попадают в ДТП, чем автомобилисты. Согласно российскому законодательству, страхованию подлежит любой вид транспорта, способный двигаться со скоростью 20 км в час и более. Действие данного закона распространяется также и на мопеды. Продвинутые системы безопасности – это прерогатива новых автомобилей, но такие машины не всегда доступны обычным обывателям. И тут приходит на помощь рынок подержанных автомобилей. Здесь можно найти флагманомодельные линейки вполне за небольшие деньги. Сегодня мы попытаемся проверить, стоит ли овчинка выделки. Мы в дорожном патруле ратуем за безопасные автомобили. Однако зачастую самые последние системы безопасности оказываются недоступны для обычного обывателя. Но есть выход. Можно купить машину немножечко с пробегом. Например, как этот Volkswagen Touareg. Зачастую к внушительному списку опций безопасности прилагается внушительный список опций поприятнее. Например, пневмоподвеска или кожаный салон с обогревами всего и вся. Этот автомобиль конкретно 2009 года выпуска. Это пострестайлинговая версия первого поколения Volkswagen Touareg, представлена он в 2006 году.
По дизайну этот внедорожник плоть от плоти Volkswagen. Невычурные линии, спокойный дизайн и, надо сказать, даже немножко скучноватый. Но, тем не менее, машина выглядит очень и очень гармонично. Надо сказать, что Touareg – это племя, которое проживает на севере Африки, и это единственное племя, в котором мужчины вынуждены прикрывать нижнюю часть своего лица платком даже в домашних условиях. Внушительный багажник – это все, что нужно примерному семьянину. И очень удачно, что здесь открывается не весь багажник, а открывается даже стекло. Таким образом, туда можно закинуть покупки и не открывать весь багажник, что очень хорошо, когда вы находитесь на переполненной парковке. Сбоку это, можно сказать, классический шестиоконный внедорожник, то есть водительская дверь, пассажирская дверь и стекло багажника. Давайте заглянем на заднее сиденье. Для задних седаков доступны все блага жизни, такие как воздуховоды центральной отопительной системы, пятиступенчатый подогрев сидений, причем здесь он раздельный вот с этим вот сиденьем. Кроме этого, это сиденье можно сложить, увеличив и без того немаленький объем багажника. Делается это примерно вот так, буквально в пару приемов. И вуаля, здесь можно перевозить холодильник, детские коляски, детские кроватки, в общем, все, что может пригодиться в дальней дороге. Отдельно хочется отметить вот эту вот петельку. Мало кто знает, для чего эта петелька предназначена, а предназначена она для якорного ремня детского удерживающего устройства. То есть на некоторых моделях кресел есть специальный ремень, который застегивается при помощи карабинчика вот за эту петлю. Служит это для того, чтобы кресло крепче держалось на сиденье. Давайте посмотрим, что здесь спереди. Как сейчас, так и много лет назад Volkswagen исповедовал философию идеальной эргономики. Действительно, здесь все под рукой, все, что нужно, в прямой доступности. Ничего не бросается в глаза, ничего в глазах не рябит. И из полезных вещей, которые я могу здесь отметить, это кнопки управления магнитолой на руле, кнопки управления круиз-контролем тоже на руле. Это позволяет не отвлекаться от дороги и все эти вещи делать буквально не снимая рук с руля. На этом автомобиле установлена пневматическая подвеска, то есть можно регулировать клиренс по высоте. Кроме этого, здесь есть блокировка дифференциала, то есть машина становится полностью full-time AVD, то есть постоянно полноприводный. Ну и, конечно же, на некоторых модификациях встречается блокировка заднего дифференциала, что, в принципе, очень удобно, когда ты выезжаешь куда-то на природу и вывешиваешь машину по диагонали. Кроме этого, здесь стоит умная система регулировки подвески, то есть можно настроить, есть 3 настройки: спорт, авто и комфорт. Соответственно, в спорте машина становится чуть-чуть жестче, в автоматическом режиме она подстраивается под манеру вождения водителя, ну а в комфорте машина становится валкой, такой вальяжной. И этот стиль, наверное, подходит людям, которые покупают Touareg для того, чтобы неспешно фланировать по дороге. Кроме этого, здесь стоит автомат, двигатель V6 3 литра, турбодизель, 250 с лишним лошадиных сил, то есть мощности, в принципе, машине хватает, несмотря на ее запредельный вес. Давайте попробуем завести да проехаться и посмотреть, какова она на ходу. Ровно такой автомобиль, на котором мы ездим, Volkswagen Touareg 2009 года, у которого есть все, что нужно современному автомобилю, включая пневмоподвеску и подогрев лобового стекла, вы можете купить в Bosch Автотрейде, который находится в торговом центре Аркада на верхней крышной парковке. Вы можете взять его, посмотреть, попробовать на тест-драйв. И, несомненно, я думаю, что он вам понравится, потому что машины в Bosch Автотрейде проверенные профессионалами, и там действительно очень строгий отбор тех автомобилей, которые к ним попадают на реализацию. То есть здесь вы не найдете машину битую или криво отремонтированную или со скрученным пробегом. Все честно, все доступно, и, что немаловажно, вы можете привезти свой старый автомобиль, сдать его в трейд-ин, добавить немного денег и уехать на вот этом прекрасном Volkswagen Touareg. В сети распространили видеоролик, на котором мальчик в жилетке и фуражке дорожного инспектора полосатым жезлом останавливает автомобили в Стерлитамаке. Водители не реагировали на требования фейкового ГИБДДшника, однако один из них все-таки решил выяснить, за что его остановили, и притормозил.
По словам главного госавтоинспектора Республики Динара Гильмуддинова, о проделке мальчика Тимура узнали родители и доставили его в отдел полиции для профилактической беседы. Тимур сказал, что по окончанию школы обязательно будет учиться дальше и обязательно станет настоящим полицейским. Правда, юный инспектор не учел многих нюансов, в том числе и большого риска для себя при нахождении на оживленных магистралях города. Тимур заявил, что после школы обязательно пойдет учиться на полицейского и станет им. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. В Уфе водитель протаранил здание шиномонтажа. Инцидент произошел 11 августа на улице Вологодской. В момент аварии попал в объектив видеокамеры. Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель находился в нетрезвом состоянии и скрылся с места аварии. Официального подтверждения этой информации пока нет, подробности ДТП уточняются. Прокатился с ветерком. На днях уфимец практически оседлал автомобиль и таким образом проехался по главной улице города. Более того, сделал он это напротив мэрии. Все действия были сняты на камеру мобильного телефона. Машина едет на довольно приличной скорости, а герой ролика, видимо, воображает из себя Супермена. Чем закончилась история, неизвестно, поскольку видео обрывается. Стоит отметить, что за подобные опасные поездки возможно получить штраф. Баш Автотрейд на крыше Аркады. Выкуп авто, трейд-ин, кредитование и страховка на месте. От нас сложно уйти пешком. Мы продаем проверенные временем авто. Звоните 8 937 343 41 82. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. ОСАГО 24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгиз и по телефону в Уфе 266 46 24. Туры по всей России и миру. Турагентство «Отдых и лечение». Город Уфа. Улица 50 лет октября, дом 16. Телефон 273 44 10. Набираем в команду молодых и активных. Начни зарабатывать достойно с Мегаполис недвижимость. Звони 8 937 341 04 77. Уфа, Верхняя торговая площадь 4, офис 901. Присылайте свое видео в нашу группу ВКонтакте и на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!